Да, ну а сейчас давай вспомним твой первый выход на сцену. Знаешь, я до сих пор помню этот момент. Я еще тогда был в садике. У меня даже осталась фотография до сих пор, где я сижу. Причем понять, что это я, невозможно, потому что вот до сюда Гармонь? Баян у тебя баян, да. И вот только руки вот и ноги торчат из-под баяна, знаешь. И на заднем плане еще я вот до сих пор помню портрет Ленина. То есть это еще советские времена. Слушай, ну ведь сложно играть, когда сзади на тебя смотрит Ленин. Еще как. Исян Масасхарматадуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня со мной готовит заслуженный артист Республики Татарстан, гармонист, баянист и просто отличный татарский веселый парень Наиль Сагдиев. Встречаем! Молодец, Наиль. Привет. Спасибо. Салям. Привет, дорогой. Как настроение? Да, отлично, все здорово. Знаешь, в добрых традициях вашей программы я пришел, естественно, не с пустыми руками. Вкусный, настоящий татарский чай. Красивая упаковочка. Рахмет. И наш чак-чак, конечно же. Наиль Сагдиев, баянист, заслуженный артист Республики Татарстан. Родился 7 декабря 1984 года в городе Альметьевск. Окончил Альметьевское музыкальное училище и Казанский государственный университет культуры и искусств. Сейчас играет в оркестре «Казан-Нуре», а также работает преподавателем баяна и аккордеона в Университете культуры. Наиль Сагдиев – многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей Германии, Франции, Италии, Финляндии и Швеции. С большим успехом выступает в России и за рубежом. В 2015 году ему присвоено звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Наиль, расскажи, пожалуйста, с каким рецептом ты к нам пожаловал? Сегодня я пришел не один, а с рыбой, с судаком. И будем мы его готовить не просто на сковородке или в духовке, а будем мы его готовить в горшочках. Ну, Да? естественно, у меня вопрос. Купил, поймал, подарили? Нет, сам поймал. Сам поймал позавчерашний свежий судак. Единственное, что дома сам разделал только что в жизни. Ну, молодец. Спасибо. То есть ты настоящий рыбак, да? Я не профессионал, но я стремлюсь к этому. Зато профессиональный артист, для нас это лучше. Что делаем с рыбой? Рыбку режем обычными квадратиками. Ага. То есть сначала пополам, а Да. посередине? Посередине пополам. Как тебе больше нравится? Именно посередине пополам. И небольшими кусочками, вот так вот, абсолютно не заморачиваясь. Правильно, неправильно мы режем. Слушай, у тебя только Прямо. блюда из рыбы так красиво получается? Или все-таки можно сказать, что Наиль Сагдиев это еще и замечательный повар? Знаешь, я очень люблю готовить, на самом деле. И семья моя очень любит, когда я готовлю. Особенно жена. Да и вообще, на самом деле, я считаю, что готовить – это большое счастье. И это еще большое искусство, заметь? Я не знаю, в принципе, все, кому бы я не готовил, никогда не жаловались, что что-то там плохо, Хорошо, пересолено. твои коронные блюда, расскажи нам, Наиль. И знаешь, я очень люблю курицу. Ну и, конечно же, я люблю рыбу. Какая бы она ни была, и как бы она ни была приготовлена. Слушай, ну на рыбалку ты хочешь ради процесса или все-таки чтобы рыбу домой принести? Знаешь, изначально это все было ради того, чтобы добыть рыбы. Сложная жизнь у артистов, да? Да. Хочешь рыбу, иди на рыбалку. Ну а потом все-таки это все, знаешь, вовлекло в такую интересную кабалу. Причем, если бы жена, на самом деле, вот между нами, только говоря, знала бы, сколько стоят все мои снасти. Невыгодно ведь? Ну, невыгодно, конечно. Но зато душа как отдыхает, знаешь. Слушай, ну, конечно же, следующий вопрос. С детства начнем. Когда первый раз в руки взял баян или все это у тебя было чуть позже? Знаешь, все было на самом деле очень интересно. Когда мне исполнилось 3 годика, мне бабушка со стороны отца подарила маленькую гармошку. Ну, я тогда еще что, не смышленый ребенок тогда, и я вот начал потихонечку на ней, вот включаю радио, мне мама рассказывает, с работы прихожу, говорит, сидит, радио включено, говорит, и вот он на этой маленькой гармошке пытается что-то подобрать там, играется по этому радио. Потом, ну, вопросов не было, я сразу же пошел в музыкальную школу, причем пошел в 6 лет, а когда на баян начинают идти в 8, я пошел в 6. И меня с огромным удовольствием взяли, причем отдали сразу преподавателю из музыкального училища. Да. Так, сейчас, секундочку, мы что делаем с рыбой? Мы сейчас рыбу откладываем в сторонку. А, пока, да? Пока То есть откладываем пока в не сторонку, выкладываем да. первым слоем? Да-да-да. Первый слой, это моя вина, я забыл, мы выкладываем картошку. То есть картошку мы пока тоже режем, да? Да, картошку режем Тоже небольшими кубиками.
Кстати, небольшая информация. Наиль Сагдиев является моим земляком. Оба мы родом из прекрасной нефтяной столицы Татарстана, города Альметьевска, Да. которому передаем привет. Огромный привет. Именно в музыкальную школу города Альметьевска он поступил в 6 лет. Именно, да. Сложно было? Или ты как хоп с баяном зашел только туда? Знаешь, сложно было вот эти сольфеджио, вот сложно было вот эти хор ходить, вот всякую, то, что вот не нужно мне для баяна, да, вот так скажем. Но ничего, со временем вошел, со временем, Вошел во вкус. да, вошел во вкус, и уже никаких вопросов не стояло о том, куда поступать после школы. И в 9 классе, вернее, после 9 класса уже я сразу же ушел в музыкальное училище. А не было, кстати, вот желания сменить инструменты? Вообще есть ли такое понятие? Или пробовал другие инструменты? А зачем? Специфика одна и та же везде, на всех инструментах, знаешь, и мы также с удовольствием играем на гармошках, также с удовольствием играем на гитарах, на аккордеонах, на других инструментах. Потому что мы музыканты, мы уже знаем, что да как делается, и менять основной инструмент все-таки не стоит. Наиль, ну а сейчас давай вспомним твой первый выход на сцену. То есть, может, это когда ты был школьник, когда ты вот с большой гармошкой, может, маленький, вышел и что-то сыграл для большой аудитории. Знаешь, я до сих пор помню этот момент. Я еще тогда был в садике, ходил в садик. У меня даже осталась фотография до сих пор, где я сижу. Причем понять, что это я, невозможно, потому что вот досюда Гармонь? Баян у тебя баян, да. И вот только руки вот и ноги торчат из-под баяна, знаешь. И на заднем плане еще я вот до сих пор помню портрет Ленина. То есть это еще советские времена. Слушай, ну ведь сложно играть, когда сзади на тебя смотрит Ленин. Еще как. А спереди сидят 20 других малышей. А что играл? Помнишь вообще, что за композиция была? Что-то какую-то татарскую плясовую, я, честно говоря, не помню сейчас уже конкретно. Но вот этот момент, он остался надолго в моей памяти. Ну а чтобы наша программа осталась надолго в памяти зрителя, я предлагаю прямо сейчас еще одну композицию им подарить. Какую сыграешь? Какую хочешь? Какую хочешь прямо сейчас. Молодец, молодец. Спасибо. Знаешь, я вот смотрю на этот инструмент, во-первых, шикарный, просто белого Это да. цвета. Баян, да, если не ошибаюсь? Это баян. Баян. Ну, естественно, как и зритель, наверное, думает, сколько же стоит вот эта красота. Знаешь, очень дорого. Если Например? сравнивать с автомобилем, 3 хороших иномарки, так Вот сказать. видите, друзья. А есть ли какая-то история, вот кто тебе, может, подарил или как достался? Да, ты знаешь, это настоящий подарок. Это, подарок человека с большой буквы. Подарок Антикова Равката Абдухаевича, нашего генерального директора «Газпромтрансгазказать», за что ему огромное спасибо. И знаешь, это подарил инструмент не только мне, но и всей нашей республике, я считаю, потому что это огромная ответственность иметь единственный в мире вот этот баян, потому что он единственный на самом деле, и держать марку. Нужно держать марку ради такого А нам подарка. приятно, что на нашей кухне сегодня в гостях и Наиль Сагдиев, и баян. Как называется? Бугари. Бугари. Ну а мы продолжаем готовить, внимательно следите за рецептом. Руслан, давай мы теперь выкладываем картошку в горшочек небольшим маленьким слоем. Вниз. Пока не солим, не перчим. Так, а что еще потом вторым слоем? Вторым слоем после картошки у нас пойдет лук. Но вот здесь есть такой маленький небольшой секрет. Вот у нас здесь масло небольшое. Мы не будем добавлять сюда никакого растительного масла, а добавим именно сливочного. Оно добавит нашему блюду небольшое, знаешь, такое благородство. И очень... То есть по кусочку буквально маленькому? По кусочку маленькому. Мне тоже не Давай, забудь. я тебе тоже положу немножко. И теперь мы начнем заниматься с тобой луком. Лук как режем? Мелко? Лук режем мелко. Много? Я думаю, одного хватит на двоих. Пополам, да? Давай пополам. Кстати, есть один уникальный способ резать лук без слез. Попросить другого человека. Слушай, на протяжении миллиона программ меня просят это сделать, но спасибо, что ты сегодня согласился сделать это одновременно Ну, со мной. конечно, конечно. Кстати, ну, есть у меня вопрос, знаешь, я очарован вот, баяном тем, что увидел, особенно вот его даже цветом белым, это редкость ведь. Ну, Вот фирма Бугари, да, ты сказал? Да, Расскажи все-таки, в чем он уникален?
Ты знаешь, во-первых, этот инструмент, он единственный в мире, потому что это уникальный заказ только под меня. Этот инструмент создавался 1,5 года после его заказа, то есть когда я заказал его. То есть сначала ты позвонил, сказал характеристики, которые тебе нужны. Естественно. В том числе цвет. Естественно, в том числе цвет. Где изготовили его? Это изготовили в городе Кастельфидардо в Италии. Там есть фабрика Бугари. Кстати, вот Бугари — это фамилия человека, который делал мой инструмент. Роберто Бугари, их было 2 брата, одного, к сожалению, сейчас нет, вот второй остался. И вот второй он делал мне как раз мой инструмент. Все кнопки, весь цвет, какого цвета мех и все остальное, это все по индивидуальному моему заказу было сделано. Ну и, конечно же, у него уникальный звук. Это для Европы огромный прорыв сделать европейский инструмент такого уровня. Они поставили титановые голоса. Он, конечно, стал немножко тяжелее, но, по крайней мере, звук у него стал очень благородный. Ну, в нашей этой комплекции, я думаю, можно с ним справиться. Я думаю, Слушай, а баяны насколько популярны в Европе? Баяны, знаешь, очень популярны. Вот этот город Кастельфидардо, про который я рассказывал, да, он считается своеобразной меккой именно вот этого баянного искусства. И там кругом одни памятники с баянами, с аккордеонами. Все люди помешаны. Там проводится по несколько международных фестивалей, по несколько конкурсов в год. Там. Баянистов? Именно Со всего баянистов, мира? аккордеонистов со всего мира. Ты участвовал в одном из таких конкурсов? Ни разу. Ни разу. Не забываем о нашем блюде. Да, не забываем. Вот у нас Второй слой у нас. второй слой лука мы положили, и вот теперь настало время для нашего судачка. Давай мы его сверху выложим аккуратненько, красивенько. Ну, хотя на самом деле это не имеет никакого значения. Но Как мы его имеет положим. значение последовательность, правильно? Последовательность, конечно. Хорошо, Наиль, расскажи нам, пожалуйста, как судьба тебя занесла в город Казань? Ты знаешь, есть такая вещь, которая называется учеба. Кстати, именно по этой причине я тоже покинул Альметьевск и переехал в Казань. Да, к сожалению, в нашем с тобой любимом городе нету консерватории, в которой можно было бы учиться. Поэтому пришлось после окончания Альметьевского музыкального училища, сейчас он колледж уже, приехать сюда, в Казань, поступить в консерваторию. Причем поступили мы с женой, кстати. Мы с женой познакомились в училище музыкальном. Она тоже у тебя музыкант? Она тоже баянистка, даже мало того, что она Идеальная музыкант. семья, мне кажется. Она тоже баянистка. И Вы, извини, за белый баян-то не ссоритесь дома? нет, она отошла от этого. Достаточно дома баянистов в семье. Всё понятно. Все-таки, да. Что дальше Да. мы делаем? Расскажи. Слушай, вот теперь нам нужно морковь через терку, через мелкую желательно ее провести, если можно. Так, сейчас я иду за терочкой. Так, а давай я пока морковку тебе отрежу. Я думаю, что половинку морковки нам вполне достаточно на двоих. Ну, для 2 порций, думаю, да. Держи. Ну, слушай, ты пока морковью занимаешься, давай займусь соусом тогда. Нам нужно для соуса сметана, Есть. сыр натертый есть. и чеснок. Вот я пока займусь чесноком. Так, хорошо. То есть этот соус мы потом добавим. Да. Горшочек. Он будет последним замыкающим, так скажем. Вот знаешь, мы остановились же на жене. Вот, слава богу, уже 10 лет вместе живем. Только хотел сказать, про жену либо хорошо, либо ничего. Слава богу, 10 лет вместе живем, 2 детей. Один уже пошел в 1 класс, причем, видать, в семье музыкантов сложно родиться каратистом, да? Ага. Тоже пошел в музыкальную школу. старший? Это старший, да. Младший еще пока нами командует всеми. Так, морковку мы добавили. Так, Что ну, еще стоит? А, кстати, сыр у меня сейчас. Да, а чеснок у меня уже тоже практически готов. И вот теперь самый важный момент, Руслан. Вот именно только теперь, когда вот у нас уже морковка готовая, да, мы теперь солим и перчим. Так, но здесь я всегда это доверяю сделать нашим гостям. Ты знаешь, я никогда не любил солить ложкой. Вообще вот всегда солил рукой. Можно? Можно, конечно, можно. Так, То есть сейчас с солью сыр. самое главное не переборщить, потому что у нас морковка, рыба и картошка, они не требуют много соли на самом То деле. есть рыба, наоборот, не требует много соли? Нет, я считаю, что нет. И когда блюдо превращается немножко пересоленное, это я считаю, что это немножко неправильно. Ну, не И знаю, невкусно. лучше не досолить, чем пересолить. Ну, естественно. То есть, когда мы с тобой будем это уже потом кушать. Слушай, а нет такого музыканта? Лучше не сыграть, чем плохо сыграть. Знаешь, есть такой момент, что меньше репетиций, больше концертов. Вот так. А, Кстати, сейчас такой момент, да, вот надо водичкой вот эту всю соль туда ее вогнать. Причем воды не надо много. Чтобы где-то полстаканчика на каждый горшочек, полстаканчика на каждый горшочек, да, чтобы был такой приятный бульончик потом. И вот ты знаешь, музыка вот на самом деле она сволочь. Вот ты на велосипеде научился кататься, 30 лет не покатаешься, да, через 30 лет сядешь на велосипед, все равно поедешь. В музыке же, к сожалению, не так. Да? То есть постоянно нужно совершенствоваться. Постоянно нужно совершенствоваться, Кстати, постоянно на нужно, кухне да. тоже-то. Кстати, да.
Так. Поэтому мы с тобой в какой-то степени даже коллеги. Коллега, продолжаем Коллега. готовить соус. Тертый сыр, Тертый сыр и сюда добавляется сметана. сметанку. Да. И много не чесночок, надо, да? много не надо, я считаю. Ну что- да, учитывая, что у нас горшочки уже Да. практически полные. Так. Чесночок обязательно. И Ну, чесночок. чесночок можно весь, я думаю. Чесночок обязательно весь, да, он Для придает аромату. обалденный аромат. Поэтому даже когда ты не хочешь есть, если ты почувствуешь запах чеснока, мне кажется, тебе Аромат. аромат, да. Просто не сдержаться. Так, все, Так, добавляем? Да, и теперь аккуратненько нужно положить это наш последний слой в нашем горшочке. Ну, горшочки мы, скорее всего, готовим в духовочке, да? Да, кстати, духовку желательно разогреть до 180 градусов, 180-200 градусов и готовить с закрытой крышкой горшочек где-то в районе 40 минут. Но по истечению 40 минут мы крышечку с тобой откроем для того, чтобы вот этот сыр со сметанкой, он, знаешь, так превратился как в корочку, в такую в хрустященькую. Все готово у нас. Сейчас возьмем противень. Да, давай, а я закрываю крышечкой пока. И отправляем наши чудо-горшочки с судаком в духовочку. Открывай, пожалуйста. Ну давай. Так, опа. Судак в горшочке. Филе судака и картофель нарезали небольшими ломтиками. Лук мелко нашинковали, морковь натерли на терке. В горшочки слоями уложили картофель, лук, рыбу, морковь и приправили специями. Далее в горшочке залили немного воды и добавили соус, приготовленный из сметаны, сыра и чеснока. Горшочки накрыли крышкой и готовили в духовке 30-40 минут. Ну и пока горшочки наши готовятся, Наиль Сагдиев сыграет еще одну веселую композицию. Ну как-то Еле сдержался, очень хотелось затанцевать. Оставайтесь с нами, друзья, после рекламы мы продолжим. Кулинарная программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире. Сегодня с нами готовит баянист-виртуоз Наиль Сагдиев. Здрасте, здрасте. Первое блюдо – это горшочки из судака по очень оригинальному рецепту уже в духовочке. Совсем скоро они будут готовы. Ну а сейчас мы приготовим салат. Название салата? Ягомла салат. Салат нежный. Нежный. Ну, название интригующее. Из чего готовим? Знаешь, это будет у нас слоеный салат, так скажем, и из таких ингредиентов, как лук, яйцо, яблоко, сыр и наш любимый с тобой майонез. Да. Какой татарин не любит майонез? Какой татарин не любит майонез, да. Давай, может быть, пока займемся, Лук, да? ты луком займешься? Давай я лук порежу. Я возьму А за ты на яблоко. сей раз за яблоки, да? Я на сей раз возьму за сладкое, да. Все режем, наверное, мелко, да? Очень мелко. Так, ну про блюдо все понятно. Продолжаем разговор про твою творческую деятельность. Я, кстати, сам несколько раз видел тебя на сцене с известными мэтрами татарской эстрады. Кто чаще всего тебя приглашает? И вот вообще расскажи вот о работе с известными артистами. Знаешь, очень интересно, очень здорово, на самом деле, что у нас баян, вообще как и гармошка, да, до сих пор пользуется популярностью не только там в фольклоре, да, но и в эстраде, в профессиональной музыке. И работать на сцене с такими большими, заслуженными, народными людьми, для меня это просто, на самом деле, большое счастье. Я в последнее время работаю в основном только с двумя людьми. Это Виль Усманов, заслуженный артист Республики Татарстан, и народный артист Республики Татарстан, это Фердинанд Салахов. Лук у меня готов. Ага. Руслан, знаешь, у нас салат же как называется? Ягомла же? Нежный. Нежный. Ага. Поэтому лук нужно обязательно отдать кипятком. Так, хорошо, Обязательно, сделаем. чтобы кипяток забрал всю горечь лука. И оставил всю сладость. И оставил всю сладость, да. Так, сейчас я это сделаю, и затем, получается, у нас остается натереть яйца, да? Яйца, да, через терку нужно будет натереть яйца. Я вот все с яблоками здесь. Наиля, есть у меня еще такой вопрос. Вот расскажи нам конкретно о профессии баяниста. Знаешь, Вот и молодежь вообще идет учиться на баян? в последнее время не очень. Вот как бы это плохо, может быть, не звучало, да, но в последнее время у нас дефицит кадров. Дефицит работающих кадров. У нас, Для тебя, наверное, это наоборот хорошо должно быть. Нет. Востребованность, звонки, работа. ну, это присутствует, конечно, но все-таки конкуренция должна быть в любом случае, потому что конкуренция – это почва для хорошего уровня. Когда нету конкуренции,
сам понимаешь, что может произойти. И мне глубоко обидно, знаешь, когда вот я спрашиваю с ребятами, хорошие ребята, которые заканчивают консерваторию, я говорю, ну что дальше? Ну, мы идем получать второе образование. А зачем? А вот у вас плохо платят. Там. Ну, если ничего не будешь делать, не будут плохо платить. Нет, ну у тебя же вот с профессией баяниста получается же кормить двоих детей, супругу. Слава богу, получается, да. Ну, То есть смело можно сказать, вот в камеру, пригласи, ребят, пригласи. Пусть поступают в музыкальное училище, Ребят. школы. пожалуйста, занимайтесь музыкой, обучайтесь музыке. Даже те ребята, дети, которые просто ходили в музыкальную школу, они отличаются от обычных детей своим каким-то интересным отношением к миру, своим восприятием этого мира. Но если уж вы пойдете дальше по музыке, то, естественно, мы будем только рады. Во-первых, очень увлекательная профессия. Смотришь мир, порой бесплатно, кстати. То есть ездишь на всякие всевозможные концерты и фестивали, работаешь с разными... кулинарные программы. Приглашают на кулинарные программы, В общем, да. весело, вкусно и отличная профессия на всю жизнь. Ну и сейчас самый интересный момент, мы начнем собирать наш салат. Итак, первый слой. Первый слой у нас идет лука. Да. Он у нас ошпаренный, поэтому он у нас Но, без горечи. да, и слой лука мы делаем не очень, толстый. большой, потому Ну, что конечно. если вы любите лук, можно побольше. Конечно. Так, далее яблочки. Второй слой у нас яблок идет. Знаешь, уже не очень Кстати, красиво. это яблочки, всё если получается. хотите, тоже можно через терочку, мне кажется. Вообще Здесь все на любителя. все на любителя, на самом деле. Потому что Самое главное, что в мы конце же, мы же будет нежно. творческие люди. Так, далее у нас Яйца. отваренные яйца. Тоже отдельный красивый Да. слой. Мгм. Слой майонеза. Так, вот майонез, кстати. Да. Пожалуйста, вот. Ложечку. Давай. Мне доверишь или Да, сам сделаешь? давай. Хорошо. И затем у нас идет сыр. Сверху за майонезом пойдет уже сыр. Самое главное здесь, не торопимся. Конечно. Он должен быть еще и визуально красивым. согласен? Конечно, конечно. Я думаю, можно сделать здесь и 2, и 3, и 4 слоя. Мы, думаю, остановимся на 2. Да, остановимся на 2, но самое интересное, это что он должен чуть-чуть потом постоять. А у нас сейчас идет последний слой. Это сыр. Да. И сейчас нам остается повторить все слои заново. Друг за другом. Да. И будем пробовать оба блюда. Ягомлы салат. Салат нежный. Репчатый лук мелко нашинковали и ошпарили кипятком для удаления горечи. Яблоки очистили и нарезали соломкой. Яйца натерли на терке. На блюдо выложили слоями лук, яблоки, майонез и сыр. Затем слои еще раз повторили. Наиль, еще раз большое тебе спасибо за вот это музыкальное настроение, которое ты сегодня создаешь на нашей кухне. Ну и, конечно, спасибо за блюда, которые мы вместе приготовили. Итак, мы начинаем пробовать и предлагаю это сделать с первого блюда. Кстати, какая корочка Давай. получилась красивая. Это судак в горшочке. Конечно, кто-то может все это перемешать, переложить в отдельную тарелку глубокую. Но мы попробуем. Вот я смешал сыр с рыбкой. Ну давай. Бисмилля рахман рахим. Давай. Слушай, здорово. Таких горшочков я еще не кушал. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо, Наиль. Ну и самый главный секрет, я, кстати, из всех видов рыб речных очень люблю судак. Судак царская рыба. Царское блюдо попробовали. Ну а сейчас мы пробуем салат, ягомлы салат. Да-да-да. Так, Нежный. давайте тарелочку. Ну, здесь самое главное, чтобы все слои попали, да? Так, пожалуйста. Ой, спасибо. Начинайте, начинайте. Приятного аппетита. Спасибо. Надеюсь, все у нас получилось. Ну, посмотрим на реакцию Наиля. Живой. Слушай, я стал просто нежным-нежным после салата. Очень Ну, вкусно. это здорово. Название салата полностью соответствует начинке. Очень нежно, оригинально. Слушай, и неповторимый такой вкус. Наиль, еще раз большое спасибо за два этих очень оригинальных блюда. Спасибо. Все мне понравилось. Ну и, конечно же, у нас осталось время попить чай. Но перед этим еще одну композицию финальную для наших зрителей.
Сагдиев и Руслан Шарапудинов готовили сегодня для вас с хорошим настроением и, конечно же, с любовью. Увидимся в следующей программе «Саублос Дуслар». Пока-пока. Пока. Рахмат. Спасибо. Tatları xanı başları, dik demli hem fayda.